Сегодня я предлагаю поговорить о таком в последнее время очень популярном таком понятии, как осознанность. И применить этот термин в данном случае к родительству. Очень много говорят о том, что нужно быть осознанным человеком, осознанно жить, а вот как это осознанно не говорят. Поэтому мы сегодня попробуем разобраться в дефинициях и использовать их в рамках именно родительских функций. Вот. И второе название, да, это я для себя отметила, как получать удовольствие от родительства. Можно ли вообще получать удовольствие от этого процесса? И если можно, то как это внутренне тогда должно отражаться? Так, поехали. Сначала я немножечко представлюсь, да, для того, чтобы участники, которые онлайн сейчас присутствуют, я очень рада, и те, кто будут смотреть нас в записи, имели возможность понимать, да, кто в данном случае представляет тему. Меня зовут Татьяна Асташова, я психолог, клинический психолог, коуч, член Ассоциации психологов и психотерапевтов ДМО подхода и консультант Республиканского консультационного центра при Коми Республиканском институте развития образования. Ну вот, собственно, в должности консультанта, да, сегодня я и провожу данный вебинар. Поехали. Замечательный, мне кажется, замечательная такая цитата, да, из книги Сьюзен Стифельман, которая мне встретилась в тот момент, когда я много занималась именно темой родительства, темой детско-родительских отношений, потому что, ну, где-то порядка 90% запросов родителей в консультационный центр – это запросы, касающиеся трудностей взаимоотношений с детьми. Мы все сталкиваемся с этими трудностями. Изо дня в день у нас происходят разные новые ситуации, и при столкновении с ними довольно часто происходит так, что у нас нет опыта. Да? Почему так происходит? Ну, потому что, собственно, родительству нас не учат. Нас учат разным профессиям, и считается, что для того, чтобы овладеть определенной профессией на должном уровне, и человек смог бы выполнять эти обязанности качественно, его нужно учить. Так вот, парадокс состоит в том, что родительство-то нас не учат. С разной точки зрения об этом говорят в семье, если говорят, да, очень часто усваиваются некоторые вещи подсознательно, взаимоотношения между мужчиной и женщиной в семье, взаимоотношения между папой, мамой и детьми в семье, взаимоотношения между родительской семьей и молодой семьей. То есть гораздо чаще это усваивается на уровне подражания, да, на уровне бессознательных впечатлений ребенка о родительской семье. Очень мало семей, где говорят о том, что значит родительство и как к этому готовиться, и практически нет семей, которые систематически уделяют этому внимание. Связано это с разными факторами, в том числе и неумением родителей, наверное, преподносить вот эту информацию своим детям. Да? Есть определенные страхи, которые актуализируются в данном случае. Так вот, Сьюзен Стифельман очень здорово сказала, да, что нас всему учат, но жизненно важный вид деятельности воспитания детей, да, почему-то считается, что он не требует определенной специальной подготовки. Это странно. И именно поэтому мы сталкиваемся с такими проблемами. Ну, в частности, я на своих консультациях с родителями сталкиваюсь с такими проблемами, как крайности в воспитании своих детей. Вот тут я выделила основные две крайности, под которые можно подогнать разные способы воспитания. Это интуитивность воспитания и это гиперконтроль. Что значит интуитивность? Интуитивность проявляется в том, что родители используют те усвоенные бессознательно когда-то паттерны поведения своих родителей в воспитании детей. Даже если когда-то, особенно в подростковом возрасте, дети говорят о том, что я никогда в своей семье так делать не буду, то если это происходит интуитивно, процесс воспитания своих детей, то в 99% случаев он использует бессознательно те паттерны поведения, которые используются при его воспитании. Интуитивно это значит, что практически все реакции родителя на поведение ребенка основаны на его эмоциях.
Тут отсутствует какой-то сознательный контроль и рефлексия как процесс в деле воспитания. Тут скорее про интуитивный поиск того, как... Мгм. Вот, интуитивный поиск того, как лучше это сделать. В данном случае, вот интуитивно, да, вылезает первое, что очень близко собственному личному опыту. Если в личном опыте мамы или папы крик на ребенка, то, скорее всего, в ответ на какой-то из видов нежелательного поведения ребенка вы будете кричать. С этим ничего не поделаешь, потому что это усвоено бессознательно. Точно так же, если вместе с ребенком, там, если вместе с вами ваша мама там радовалась, да, если она систематически садилась с вами тихонечко, задавала вопросы, пыталась разобраться, то вы чаще всего интуитивно будете использовать данный способ воспитания и своих детей в том числе. Иногда бывает так, что родители на консультации говорят о том, что, ну, вообще, как бы, вроде бы мои родители не кричали, не ругались, но у меня не получается все равно. Все равно появляются какие-то трудности, недопонимания, да, и не получается эффективно взаимодействовать со своим ребенком. К сожалению, иногда бывает и таким образом. Но чаще всего это про тот довербальный опыт воспитания своего ребенка, когда вы еще не понимали, не осознавали, но уже впитывали то отношение, которое было по отношению к вам. Это то, что касается вот интуитивной крайности воспитания. Вторая крайность – это гиперконтроль. Это желание слишком рефлексировать каждый свой шаг. Это тоже не очень хорошо. Почему? Сейчас объясню. Это такие родители, которые пытаются быть очень правильными, очень хорошими. Им кажется, что если они будут правильные и хорошие, то их дети будут тоже правильными и хорошими. И предъявляют довольно часто к детям такие завышенные требования. Да? А чего это ты в 3 года не можешь сесть и посидеть? Сидеть сидят, а ты сидеть не можешь. Да? Вот. И очень часто их взаимодействие с детьми основано на таком нотационном характере, на назидательном характере, на характере, когда старший такой советчик, да, пытается рассказывать мудро о том, как надо вести себя правильно. А ребенок может не вписываться в эти рамки. Ребенок вообще может жить по своим правилам, и, к удивлению многих таких правильных родителей, вести себя совершенно неправильно. И тогда у них иссякают всякие способы взаимодействия. Особенно если родители ригидны, им трудно переключиться с одного способа воспитания на другой, то они смотрят большими глазами на своего ребенка и не понимают, почему он ведет себя так. Они вроде и стараются, они вроде и ограничивают, вроде ему объясняют, как надо правильно, но он все равно ведет себя по-другому. Ну, потому что ребенок живой и настоящий, да, и нотация не всегда работает, и даже вот такое добродушное, доброжелательное со стороны родителей отношения, да, и советы, они не всегда работают. Позже я объясню, почему это так происходит. Ну вот и третий вид такого воспитательного взаимодействия со своим ребенком, да, это как раз осознанность. Осознанность – это про то, что очень тонко возникает баланс интуитивного и контролирующего воспитания. Родители – это не друзья для своего ребенка. Очень часто в последнее время говорят, что со своими детьми нужно дружить. Но дружить, конечно, надо. Но это не уровень друзей, это уровень старшего и более авторитетного друга всегда. Ребенок должен находить в родителе не столько друга, ну, с которым весело потусить, хотя иногда это тоже классный способ проводить время, но ребенок должен находить в своем родителе опору и поддержку. И это всегда баланс, да, между тем, чтобы удержать доброжелательные дружеские отношения с ребенком и при этом четко давать посыл, что авторитет здесь есть у родителя. Да? Родитель ведущий, который идет впереди. Разделяя вот эти зоны ответственности, он берет ровно свою зону ответственности. Да? У ребенка своя, у родителя своя. Вот. И осознанность – это, ну вот если мы покажем, да, это вот такой баланс.
где с одной стороны интуиция, а с другой стороны контролирующее поведение. И вот осознанность – это постоянное балансирование между этими двумя крайностями. Потому что иногда можно уйти в интуицию и повеселиться, и подурачиться вместе с ребенком, и поплакать вместе с ребенком, потому что действительно бывают ситуации неприятные. Но при этом можно оставаться и в такой контролирующей части, когда вы знаете, что происходит в жизни ребенка, вы знаете, что происходит в процессе его обучения в школе. Вы держите это под контролем, но при этом, да, у него есть своя ответственность за то, что происходит в его жизни. Да, вы в курсе того, что происходит, но вы не делаете вместо, вы делаете вместе. Следующее, да, вот мне очень хочется, чтобы осознанность воспринималась нами без такой попсовости, когда все говорят о том, что если вы будете сознательно относиться к тому, что вы делаете, то у вас все будет правильно. И никто не объясняет, что значит сознательно и как это правильно, да. Осознанность – это не идеальное родительство, это совсем другое. Вот как только приходят родители, которые стремятся быть идеальными, они чаще всего теряют контакт с самими собой и очень сильно начинают опираться на требования, на какие-то ожидания общества, а общество свои ожидания по отношению к этому. Да? Так вот, осознанность – это наличие контакта с самим собой. Это когда ты понимаешь, какой ты, и осознаешь, каким ты можешь быть, да? Принимаешь себя таким, какой ты есть, да, иногда не совсем правильно, да, иногда не совсем в хорошем настроении. Но ты принимаешь себя в таком настроении и говоришь, озвучиваешь ребенку, озвучиваешь всем своим домашним то, что ты можешь быть неправильным, ты можешь быть расстроенным, ты можешь быть злым, ты можешь быть веселым, счастливым, можешь быть в недоумении и не знать вообще, как поступать в данной ситуации. Но это честно. И это учит ребенка быть честным, принимать себя таким, какой он и есть, да, и отражать вот это честное взаимодействие с родителем. Ну и, конечно, наличие контейнера. Что значит контейнер? Ребенок до определенного возраста не умеет контейнировать свои эмоции, он их вываливает наружу. И вот в этом возрасте родитель является контейнером для ребенка. Если родитель способен принимать вот эти эмоциональные яркие проявления ребенка, например, истерику в 3 года, и не разрушаться при этом, а понимать, что истерика ребенка – это один отдельный человек, да, и вот родитель, у него не истерика, у него совершенно другие эмоции. Тогда он способен в этой ситуации вести себя адекватно. Да, и говорит, что да, я понимаю, что ты сейчас злишься, тебе машинку не купили. Ну, вообще, я бы тоже расстроилась, если бы мне не дали того, чего я хочу. Но это нормально злиться в такой ситуации. Давай учиться, что с этой злостью делать. Вот. Ну, истерика ребенка, да, это другая немножко тема еще. Истерика ребенка возникает как систематическое поведение, только в случае, если это поведение закрепилось, то есть привело к нужному для ребенка результату. Вот. А цель поведения, да, если определена, то можно эту цель достигнуть и другими способами. Вот. И осознанность – это когда родитель понимает, что у ребенка нет контейнера, и вот эту злость он изливает вокруг, не знает, что с этим делать. Да? И в данный момент он должен опереться, ребенок, на родителя. Он должен понимать, что родитель-то знает, что делать с этими эмоциями. Родитель знает, как на них реагировать. Родитель знает, что сейчас мы не будем истерить вместе, потому что у нас не слиянное пространство. У нас раздельное пространство, 2 разных человека. У одного истерика, почему у второго обязательно должна быть тоже истерика в ответ, да, когда вот родители иногда рассказывают о том, что их разносит буквально вот по пространству, потому что они в этот момент начинают испытывать те же самые яркие эмоции, которые испытывает ребенок. Да? Только родители уже научились контейнировать это и не вываливать наружу. Но внутри вот эта буря такая же происходит абсолютно. Да, хочется отметить и секреты успешности. Какие секреты успешности осознанного родительства можно выделить? Это готовность расти и развиваться. Ригидность родителя – это такая стагнация семьи, да, когда мы понимаем, что в 20 лет мы одни родители, в 25 другие, в 33, в 35 совершенно другие. Да? Это абсолютно 4 разных человека.
Мы переходим из одного уровня развития в другой уровень, постепенно наполняясь опытом собственного личного преодоления трудностей в семье и трудностей взаимодействия с ребенком. И поэтому, если у нас ребенок в 20 лет, мы его будем воспитывать одним образом, если ребенок в 35 лет, мы его будем воспитывать совершенно другим образом. И иногда родители про это говорят, что абсолютно разные дети. Очень часто это не дети разные, они попадают в разные воспитательные условия, потому что родитель постоянно растет и развивается. Вот если нет стремления расти и развиваться, и мы понимаем, что в 20 лет были не очень эффективные способы взаимодействия с ребенком, но мы ничего не поменяли, и в 30 лет используем те же способы неэффективные, ну, то, собственно, как бы и дети будут одинаковы в данном случае. Это готовность принять свои ошибки в воспитании как норму. Абсолютно нормально совершать ошибки. Мы начали вебинар именно с того, что идеальных родителей не бывает. Родительству нас не учат. А если нас этому не учат, то у нас нет практически представлений о том, как воспитывать своего ребенка. Ну так, чтобы это было в кайф. Мы не рождаемся родителями, мы потихонечку осваиваем этот вид деятельности только в процессе родительства. А это значит, что у нас именно в процессе родительства, то есть когда у нас ребенок уже есть, мы будем совершать ошибки. Самое важное тут в осознанности – это то, что, совершая ошибки, мы способны их отрефлексировать и изменить свое поведение. Вот это тут самое важное. Потому что вот очень часто я привожу в пример, когда ребенок учится ходить в год, мы же его не ругаем за то, что он падает. Ну, почему не ругаем? Потому что это нормально. Для того, чтобы научиться ходить хорошо, нужно какое-то время падать и найти этот баланс. Когда вот шатает из стороны в сторону, и мы не удерживаем баланс, мы падаем, это нормально. Но каждый раз вставая, у нас появляется опыт. И мы уже знаем, что для того, чтобы не упасть, нужно вот так держаться, здесь зацепиться, рядом с мамой идти. И таким образом у ребенка появляется опыт ходьбы. Точно так же и в родительстве. Мы понимаем, что где-то у нас бывают провалы, где-то могут быть ситуации, с которыми мы не справляемся, но мы способны отрефлексировать, при необходимости проконсультироваться, потому что специалист со стороны все равно виднее лучше, особенно если в ситуации созависимых отношений, когда мама полностью зависит от состояния ребенка. И тогда вот в данном случае только специалист со стороны может увидеть, что там происходит внутри, и разделить вот зоны ответственности за поведение ребенка и поведение родителя. Готовность видеть свои границы, вот это еще раз напоминание о том, что если у нас семья, то это не значит, что у нас на всех общие чувства, не значит, что у нас на всех общее пространство, даже если мы живем в однокомнатной квартире-студии, это совсем не значит, что у нас общие вещи и общее пространство. У каждого в этом общем помещении должен быть свой угол для уединения. Это обязательно. Вот. И про общие чувства, что это значит? Это вот, знаете, знаменитый, наверное, анекдот о том, что если там на работе начальник накричал на папу, папа пришел, накричал на маму, мама накричала на ребенка, ребенок на кошку, кошка всем нагадила. Прошу прощения. Вот. Но это так. Это когда у нас на всех общие чувства. И если у папы все плохо и настроения нет, а в семье вот такие зависимые, слиянные отношения, то значит в семье у всех будет плохое настроение. Это про то, что это происходит неосознанно. Не отрефлексирован этот момент, и все начинают кружиться вот в этом общем поле условно негативных эмоций. Вот. Это не про неосознанность, а про интуитивность очень часто. Ну и, конечно, готовность обращаться за помощью. Нужна определенная сила для того, чтобы принять, что мы не всезнающие. Что для того, чтобы расти и развиваться, нужна первоначально помощь того, кто уже прошел этот путь, получил определенный опыт и сейчас уже на экспертном уровне готов оказывать помощь. Вот. И самое важное, что родителю в этот момент, когда он обращается за помощью либо к специалисту, либо к знающему человеку, с его точки зрения знающему, родителю должно быть в этом взаимоотношении, в процессе обучения новым навыкам родительским, ему должно быть комфортно.
Вот когда родителю комфортно взаимодействовать, тогда ему легче будет поменять поведение. Но когда, например, молодая мама обращается к своей маме за помощью и получает в ответ, ну, такой назидательный тон «я же тебе говорила», ну, то, к сожалению, да, это не приведет к желаемому результату. Поэтому за помощью тоже нужно обращаться очень аккуратно и выбирать того, с кем вам комфортно расти и развиваться вместе. Осознанное родительство, да, это про то, что два взрослых человека от избытка ресурсов решили подарить жизнь третьему человеку. Вот это, я считаю, ключевой момент. Дети должны вообще, по идее, да, рождаться от того, что у меня столько внутреннего ресурса, что я готов делиться. Потому что ребенок не решит никаких проблем. Это иллюзия, что появится ребенок и будет жить хорошо. Это иллюзия, что для того, чтобы там научиться, да, нужно постоянно пробовать. Ну, пробовать-то понятно, да, но ребенок не рождается в отсутствии каких-то навыков принятия, навыков там, познания, готовности расти. Ребенок должен рождаться в желании меняться, в желании делиться. Вот тогда это будет более комфортное, осознанное родительство. Да, потому что ресурсов хватит, особенно на первое время, особенно в первый год жизни. Это огромное количество ресурсов, которое будет уходить от родителей к ребенку. И если у родителей не хватает ресурсов, то депрессия возникает когда? В первые месяцы жизни ребенка. Это про то, что на этапе подготовки и планирования беременности не были подготовлены определенные этапы, да, то есть, ну, как мы готовимся к любой жизненной ситуации, например, к переезду. Если я перееду там, у меня есть А, Б, В. Если не получится А, то я знаю, что буду делать в ситуации Б и в ситуации С. То есть вот качественное планирование жизни с ребенком – это вот как раз поэтапное составление пунктов плана. Если я не могу выйти из дома, кто мне поможет? Если я могу выйти из дома, что я буду делать? И вот этот вот пункт А, Б, В. Четкое понимание того, что я буду делать в разных жизненных ситуациях. Да? Конечно, это профилактирует довольно серьезные такие депрессивные проявления, которые есть у молодых мам. Это норма, что такие проявления есть. Это говорит о том, что очень много родителей выгорают, и в этой ситуации им важно создать поддерживающее окружение. Желательно до беременности, до рождения ребенка, да, во время беременности еще заниматься созданием такого поддерживающего окружения, четкое понимание того, кто, каким образом, когда может меня поддержать и к кому я могу обратиться. Вот. И еще одна вещь, да, это возможность опираться на свои внутренние принципы, потому что доброжелателей много. У каждого свой личный опыт родительства, и о том, как быть хорошим родителем, много кто может нам рассказать. Но у всех это по-разному происходит. И то, что русскому хорошо, то немцу смерть, да, мы знаем. Поэтому если, например, у вашей соседки замечательный опыт воспитания своих детей, у нее все получается, то это совсем не значит, что ее способы и методы будут работать с вами и с вашими детьми, потому что у вас абсолютно иной личный опыт. Потому что вы будете опираться на свои индивидуальные особенности. Поэтому ее способы могут в вашем случае не работать, если вы их возьмете и не будете учитывать ваши индивидуальные особенности в семье. Это вообще больной момент, да, про расширенную семью и границы. Это особенности нашего менталитета, когда мы живем большой семьей. Вот скажите, пожалуйста, да, уважаемые участники, напишите, кто считает, что жить в большой семье – это здорово, когда есть мама, когда есть папа, когда под рукой бабушки и дедушки, а если еще там братья, сестры, то вообще можно ко всем обратиться за помощью сразу, да? Кто считает, что это здорово, когда живут одной большой семьей? Напишите, пожалуйста. Если вы считаете, что это здорово, поставьте плюсик. Я знаю, что много людей потом смотрят в записи вебинары, но поскольку здесь есть онлайн-участники, да, то здорово было бы услышать обратную связь. Напишите, пожалуйста, как вы считаете, это здорово, когда мы живем одной большой семьей?
потому что это действительно очень трудный вопрос, особенно в условиях нашего менталитета, и никто не знает, как это правильно. Ну, еще, конечно, тут очень многое связано с финансовой возможностью молодой семьи приобрести отдельное жилье. Ну вот пока пользователи пишут, да, я вижу, что кто-то пишет, но подождем. У всех возникает вопрос, особенно на консультациях. Жить одной семьей здорово, но при этом иметь свой угол для маленькой своей ячейки, считаю, надо. Да, да, вот. Вот тут важное слово, да, жить одной семьей здорово. Вот здорово или здорово? Насколько здоровыми остаются отношения межпоколенческие тогда, когда мы живем все вместе? Очень часто происходит так, что как раз, когда мы живем одной большой семьей, разделить и оставить свой угол только для своей семьи практически нереально, практически невозможно. Даже если кто-то в семье понимает, что иногда бывает не очень здорово, когда все в курсе того, что происходит, и нет возможности жене и мужу уединиться и принять общее решение, поговорить по поводу своих там трудностей и проблем, поговорить с ребенком только маме, чтобы никто при этом не присутствовал и не включался в этот процесс, очень трудно. Даже если вот сейчас у нас все чаще практика жизни нуклеарных семей, да, то есть, ну, разделенных, не расширенных, а нуклеарных, когда мама, папа и дети, вот, они отделяются, то на психологическом уровне, эмоциональном, это все равно остается расширенная семья. Почему? Потому что в процессе воспитания детей участвуют бабушки и дедушки, даже если они вместе не живут. Вот. Это не про то, что принимать их помощь плохо, да, это про то, что насколько вы способны в этой ситуации отстаивать свои границы и использовать свое собственное видение воспитания своих детей. Да? Насколько трудно вам сказать бабушке «нет, я считаю, что так не надо», вот, и не испытываете ли вы при этом чувство вины, когда бабушка говорит, что ну вот надо сделать так-то, 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 а вы говорите нет, я пойду к врачу. Да? Когда бабушка говорит, например, там, нужно заварить математику, нужно закутать ноги, нужно вот так, насколько комфортно молодой маме, которая сама только недавно была ребенком этой же мамы, да, бабушки, вот, сказать нет, я этого делать не буду, потому что, ну вот я считаю, что так не надо. И не испытываете ли вы чувство вины после этого, и не думаете ли, что сейчас бабушка обидится, и ей будет плохо. Вот это как раз про слиянность границ и про то, что очень некомфортно при таком тесном слиянном взаимодействии вообще сформировать какой-то свой личный опыт родительства. Вот. Это как раз про то, чтобы вот, находясь в расширенной семье, удерживать баланс, да, не уходить совсем от ответственности за собственное родительство, ну и не переходить в гиперконтроль, когда я отвечаю за все, и бабушки и дедушки тут вообще ни при чем. Вот. Ну и еще круче, это когда приходят родители, например, муж и жена, которые имеют абсолютно разные представления о правильном воспитании ребенка. Да, и конфликты основные возникают в период рождения ребенка, связанные как раз с личным опытом воспитания, потому что жену воспитывали одним образом, а мужа, например, воспитывали другим образом. И вот это вообще огромный нужен талант и желание для того, чтобы в этих условиях разных личных опытов договориться и использовать единую тактику. А единую тактику воспитания ребенка использовать необходимо. Как только ребенок понимает, что мама и папа считают по-разному и действуют по-разному, и разрешают по-разному, а еще у них там возникают конфликты на этой почве, ребенок моментально теряет опору и моментально учится вести двойственную игру. И мы сами его этому обучаем, к сожалению. Хочется нам того или нет. Вот, потому что он все усваивает бессознательно. Ага, попробуйте ответить на вопрос, осознанный ли я родитель. Загибайте пальцы, если вы согласны с утверждением, или если происходит чаще именно так. Первое утверждение. Я осознаю границы своей ответственности в семье и не перетягиваю одеяло на себя. Если чаще это так, то загибайте палец. Второе. Я ищу возможность наполниться ресурсом для того, чтобы наполнять других в своей семье.
Если вы ищете возможность наполниться ресурсом, занимаетесь собственным ресурсом, а не отдаете последнее, загибайте палец. Третье утверждение. В моей семье мы принимаем правила, по которым взаимодействуют все. Если вы принимаете правила, и этих правил в семье придерживаетесь, причем и взрослые дети, загибаем палец. Я озвучиваю потребности всем членам семьи, и мои потребности на первом месте. Вот это очень важный момент. Если вы чувствуете, что ваши потребности на первом месте, и вы озвучиваете, что вот сейчас я хочу лежать на диване, потому что для меня сейчас это гораздо важнее. Я устала идти гулять, например, с ребенком сейчас. Не могу. Озвучиваете и считаете, что для вас это важно, загибаете палец. Или я способен или способна контейнировать эмоции для моего ребенка, пока у него нет своего контейнера, для размещения чувств. Если вы способны контейнировать эмоции ребенка, а не вливаться в этот его эмоциональный мир и не отстраняться, это все тоже про баланс. Вот если вы способны это делать, тоже загибайте палец. Да? Интересно, из 5 утверждений, сколько плюсиков у вас получилось? Напишите, пожалуйста, в чат. Это будет здорово, если такой опыт. Да? Сколько утверждений действительно соответствуют вашей родительской действительности. Пока ждем, поехали дальше. Ну и самое важное, о чем я говорю на своих консультациях. Идеальных семей не бывает. Очень много молодых родителей мечтают о том, что они будут идеальными родителями, что они будут хорошими. А что такое хороший родитель? Никто не знает. У каждого свое представление этой хорошести. И поэтому Мари Энсфорд пишет в своей книге о том, что можно быть достаточно хорошими. Да? И это включает в себя определенные пункты. Но идеальными невозможно быть. И осознанное родительство – это не про то, что вы будете идеальными родителями, и у вас не будет ошибок. Отсутствие ошибок говорит о том, что вы ничему не учитесь. Осознанность – это про то, что я, совершая ошибку, осознаю и корректирую собственное поведение. Либо сам, если достаточно у человека ресурсов для того, чтобы корректировать свое поведение, либо с помощью специалиста. Каждая семья – это уникальный мир, неповторимый, и поэтому вот эта хорошесть – это в каждой семье абсолютно индивидуальное, уникальное понимание. Для кого-то это какие-то спортивные вылазки, для кого-то это тихие вечера с фильмами там, дома, это самое лучшее, для кого-то это поездки, для кого-то это такое требовательное отношение, например, к себе и к детям, и всем комфортно от этого. То есть вот это очень-очень тонкий баланс того, как вам будет в семье хорошо. И, конечно, вот этот уникальный мир нуждается в поддержке и опоре со стороны государства. Либо родители создают поддерживающее, ищут вот это поддерживающее окружение. Сегодня, слава богу, есть возможность родителей обратиться за помощью к другим родителям, к специалистам, принимать участие в курсах, клубах и на базе консультационного центра здесь тоже периодически бывают интересные мастер-классы, курсы, клубы, где родительское сообщество объединяется, и есть возможность услышать экспертное мнение и возможность поделиться своим собственным опытом постижения вот этого вот осознанного родительства. И это классно, когда есть возможность такого эффективного взаимодействия и ощущения себя внутри поддерживающего окружения. Ну и, конечно, способность обратиться к специалисту как нормальная абсолютно практика. Да? Абсолютно же мы нормально относимся к тому, что стоматолог не лечит себе зубы. И поэтому родитель, находясь в ситуации эмоционального взаимодействия с детьми, иногда может не видеть эту ситуацию со стороны. И иногда эмоционально это так сильно закручивается, что он понимает, что это не очень удачно, но сделать ничего не может. И тогда нужно, может быть, опереться на помощь специалиста, который поможет вытащить вот из этих эмоций и увидеть со стороны то, что происходит. Вот.
Каждый родитель выбирает себе свой путь, да, осознанности. Путь, когда для него родительство станет тем важным таким фактором в жизни, от которого он получает удовольствие. Да, потому что вот дети растут, очень быстро время проходит. Сколько еще у вас осталось времени для того, чтобы почувствовать себя счастливыми родителями, прежде чем разрешить ребенку уйти? И самый трудный тут вопрос – это вопрос сепарации. Вопрос отделения от повзрослевших детей. Знаете, кто не может отделиться и отпустить своих детей, и вмешивается в их жизнь в дальнейшем, и испытывает чувство вины от того, что ребенок уходит, заставляя при этом испытывать чувство вины своего ребенка, и никак не отпускает его? Это те родители, которые не получили удовольствия от родительства. Это те родители, которые изначально старались быть очень хорошими, и им кажется, что они не доделали, не доложили, не довоспитали, и все время вот это вот недо, и слишком такая завышенная требовательность к себе, она, понимаете, вот это вот перфекционизм, да, ощущение недо, оно не дает возможности отпустить ребенка, потому что кажется, что он еще не готов, он еще не сможет выжить один, его нельзя еще отпустить, потому что я не довложила. Понимаете? И тогда становится жить трудно и ребенку, естественно, конечно, родитель свой сценарий проигрывает, и ребенок, к сожалению, вот в этом деструктивном сценарии тоже начинает играть свою роль. Поэтому ощущать удовлетворение, удовольствие от родительства нужно каждый момент. Да? Получается, не получается, неважно. Возможность осознать и скорректировать гораздо важнее. И вот посмотрите, сколько сейчас вашим детям, как быстро они вырастут и уйдут. И вот чтобы не было этого ощущения недо, очень важно сейчас включиться в этот процесс, принять себя в этой роли родителя, который тоже может ошибаться, который тоже может быть неправ. Но при этом есть моменты счастья, такого кайфа от взаимодействия с детьми, что это заменит все недо. И это и есть осознанность. Это когда я готов принять себя в роли вот такого родителя, который растет и развивается вместе со своим ребенком. Вот, в целом вот об этом я хотела поговорить. Есть ли у вас вопросы? Да, потому что очень много об осознанном родительстве пишется. Книги, которые я люблю читать и периодически перечитываю, это меня наполняет, особенно в момент консультации родителей. Да. Это, конечно, Людмила Петрановская, потому что про привязанность и про опору для своего ребенка, наверное, у нее очень органично для русского родителя, для российского родителя написано. Мне очень нравится, это прям все в тему, все очень важно и очень легко читается. Вот этот важный момент, да, тайная опора. Осознанное родительство, цитату, которую я сегодня приводила. И есть книги Ирины Млодик, у нее много разных книг, касаемые именно вопросов родительства. И книги, которые прям в форме вопросов и ответов для специалистов и для родителей, и книга для неидеальных родителей. Вот эти вещи можно почитать тогда, когда кажется, что вот теряет молодой родитель, или не молодой, например, да, и в 40 лет обращаются родители, которые испытывают трудности в воспитании своих детей, во взаимодействии, вот, и не готовы пока перестроиться, вот. Когда кажется, что теряешь опору и не знаешь, когда, можно обратиться к этому за помощью. Сейчас подожду немножечко обратной связи. Напишите, пожалуйста, есть ли у вас вопросы. Хотите ли вы какие-то свои ситуации обсудить? Что для вас было важным сегодня в вебинаре? Сейчас подожду немножечко вашей обратной связи, насколько было полезно. Есть ли какие-то вопросы по этому поводу?
Спасибо тем, кто пишет. Мгм. Так, а у нас есть еще отдельная вкладка «Вопросы», да? Хорошо. Уважаемые участники вебинара, давайте еще по традиции, я понимаю, что вы, может быть, с запозданием, да, получаете мои вопросы. Вот. Еще одну минутку я подожду вашей обратной связи. Спасибо, да, тем, кто пишет. Я вижу. Мгм. И мы будем завершать на этом. На самом деле тема осознанного родительства в последнее время очень актуальна, потому что очень много людей сталкивается с трудностями. Мгм. Да, пожалуйста. Спасибо. На самом деле это важно. Важно, конечно, да, да. Вот. Мгм. И если возникают вопросы конкретно по вашим индивидуальным жизненным ситуациям, вы всегда можете обращаться в Республиканский консультационный центр. Всего доброго. До свидания. Будьте успешными родителями, которые получают удовольствие от своего родительства.